Дорогие друзья, проект «Мама». Сегодня мы в гостях у замечательного танцовщика у Афанасия Афанасьева. Послушаем его рассказ о маме. Спасибо большое, что вы пришли снимать передачу о моей маме Марии Алексеевне Собакиной Афанасьевой. Моя мама родилась в 1934 году. Местность Халамная – это Тарасинского наследия поселка Кые, Татинского улуса Алексеевского района. Их было очень много детей. Ее родители рано умерли. И этих всех детей раздали всем родственникам на воспитание. Моя мама попала в Итыкёль в семье Макаровых. В Тересинском наследии местности Даркылах, там был сельпо, там была пекарня, там была, говорят, колхоз большой, да. А вот эти Макаровых не было детей. Они взяли из другой семьи брата моего мамы Егор Николаевич Мажарова и Марию Алексеевну Собакину и воспитали двоих детей. Они в этой семье очень хорошо воспитывались. Отец, который взял воспитание, да, он был бригадиром Поляна. В 1942 году взяли на войну, и ему было там 30 лет, наверное, вот так, мама мне рассказывала. И он ушел на войну, в 1941 году призвали, в 1941 году уже без вести пропал. И вот мама моей мамы, Анна, бабушка Анна, она одна воспитывала вот этих детей. Моя мама очень была такая шустрая, боевая, но очень ее любили. У нее очень громкий голос был. И вот с братом Егором они выросли. 4 класса только она училась. И их взяли на работу в кирпичный завод. Они целое лето ногами делали. Она мне все это месили глина. И кирпичи делали. Кирпичи, они работали. Потом взрослые ее вот с братом Егором пошли работать в промкомбинат. Ее взяли столером. Взяли, и она прямо вот эти дошечки вот резали, и она как раз большой палец там она повредила. И она строила, она такие вот работах работала, вот Чисто мужских. чисто мужских профессиях таком. Ну, потому что мужчин не хватало. И, наверное, в силу своего вот темперамента, своей энергии, да? Да. А вот что вам передалось от мамы? Вот тоже, наверное, темперамент и вот жестикуляция, да? Она очень такая была гибкая, пластичная. Может, она была быстрая, шустрая. Голос у нее очень хороший был. Она пела песни, якутские народные песни. Она, когда молодь начала заниматься якутским музыкальным инструментом хомус у Лука Николаевича Турнина, который сельскую молодежь призвали в районный дом культуры, и там сделали большой ансамбль хомусистов. Она вот играла на хомусе, она сольно пела песни Долгунча, про девушку-трактористку, вот такие вот те времена, такие вот песни были. И она очень хорошо участвовала в художественной самодеятельности Татинского района. В 1957 году вот татинских молодежи взяли на дни литературы и искусства город Москва. И они выступали в колонном зале перед Сталином. Вот этот ансамбль хомусистов, якутских хомусистов Татинского района, они выступали ансамблем хомусистов под руководством Лука Николаевича Турнина. И она очень хорошо пела, и вот до последних лет она принимала участие в хоре ветеранов. Когда из Москвы они приехали через Новосибирск, она мне рассказывала, они вот в Москву ехали целые полмесяца. Там пароходе, потом на поезде, через Новосибирск, потом доехали до Москвы, их так хорошо там встретили. Она вот мне рассказывала про Дмитрия Ходулова. Она видела сунтарских молодежи, которые танцевали у хореографа Сергея Афанасьевича Зверева Кыл-Ола. Он ставил там, первый раз показывал танец «Узоры» из Сунтарского района. Когда приехали обратно после Дней литературы и искусства в Якутск, моей маме предложили остаться в хоре телевидения и радио. Остаться
артисткой хора. Но моя мама все равно, свою маму Анна, бабушку Анну, она поехала в Итакёль. И работала в промкомбинате и участвовала в художественной деятельности Татинского района. Она была очень веселая, у нее голос был такой голосистый, она много говорила, очень у нее четкий такой голос был, звучащий, да, от природы. Дикция была. Дикция такая. Она очень строго, боевому говорила. Мои коллеги-артисты, да, и вот когда мы ездим Алексеевский, Татинский район, она всегда у моей мамы останавливалась, и они говорили мне: твоя мама такая строгий голос у нее, такой командирский, боевой. Много мяса сварит, там, кумыс сделает, кёрчах сделает и встречает всех артистов вот в моем доме, где я родился. Мама мне очень много дала. Она меня вот, когда я маленький был, она дала не спорт, там, борьбу, да, она мне дала на танцы. Когда в детсаде был, когда в начальных классах учился, ансамбль танца «Дружба» Алексеевского района у Августины Клакиновой, да, и мои сестры, они тоже пели, танцевали, мы прямо в доме делали концерты. Я танцевал, шпагаты, с сестрой Валей шпагаты, старшая сестра Роза, она пела, и мама их учила петь, девочек, а я танцами занимался, да. И нас вообще в семье 5. Я 2 старших сестер, 2 младших братьев. Я самый золотая середина. И внимание, конечно, маму очень любили, она всех нас любила, и она мне дала очень много для жизни. Я поехал, например, 15 лет учиться в Ленинградской творческой мастерской эстрадное искусство при Ленконцерте. Мама очень была рада. Говорит: сыночек, езжай, учись, посмотри большую землю, большие города, город искусств. Вот я ездила, говорит, в Москву, дни культуры и искусства. Вот ты тоже поезжай, посмотри, как люди там в искусстве, как живут, как в искусстве там творят, театры, музеи, ходи. Она мне дала деньги, 15 рублей, свидетельство о рождении, и я улетел в город Ленинград. Мы очень хорошо учились там, очень много из Якутии ребята. Она мне все время звонила, междугородки, как у меня там настроение, как я учусь, как меня педагоги ко мне относятся. И она мне отправляла деньги. Я этими деньгами, конечно, там ходил, гулял, Эрмитаж, Петергоф, там Русский музей, театры, город-музей, Нева, река Нева, раскрытие мостов. И она прямо радовалась, что я там учусь. Потом после учебы я приехал, здесь работал в государственном ансамбле танца Якутии, после этого я поехал в армию. И она в армии тоже, она сшивала унты, подошвы унтов, да, и она моя командир роты, и там были такие эфрейторы, капитаны, командиры. Им шила эти унты собачьи и отправляла. Вот в армии. Представляете, якутская женщина отправляет в Забайкальский, Читу, Забайкальский военный округ, шьет эти унты и посылкой отправляет в часть, военную часть. Я после танцев стал командиром танка. Я никогда в жизни ни мотоцикл, ни велосипед даже так, и мотоцикл, или там трактор даже в машине не водил, а стал командиром танка. Это так смешно сейчас. Когда я маленький был, мама как-то меня очень оберегла. Она не давала мне пионерские лагеря. Потому что, скажет, моего сыночка будет там бить, ругать там. И она никогда не давала. В ансамбле же, танцевальном ансамбле, там много девочек, мальчиков мало. Я с ними так в одном коллективе много. Я ездил там, когда учился в 7-8 классе, Магадан, Иркутск, и первые гастроли. Ну, моя мама хоть работала охранником в исполкоме, пекарем в пекарне, в Сбербанке она охранником работала. И она мне всегда дала деньги, чтобы мальчик поехал на другие города посмотреть. Она очень хорошо стреляла. Охранников всегда милиция выведут за поселок, да, и чтобы сдавать охрану, специальность охрану, им давали пистолетом стрелять там на цель. И моя мама точно попадала в этих целях. И поэтому она
охраняла вот в Итыкёле райисполком, Сбербанк, где деньги хранятся, да. И мы, школьники, всегда вот ночью мы к ней вот ходили. Ну, там, конечно, не разрешалось, но все равно мама нас пустила. Мы маме были помощники. Я никогда не рассказывал. Вот это Кёльский Алексеевский райком партии. Там двухэтажный деревянный дом, такой длинные коридоры. Мы с братьями младшими, когда вот уборщицы, технические работники все уберут, мы на носочках, все. По этому коридору бегали. Я бегал, шпагаты, там, прыжок. И никто это, наверное, не угадал, что мы ночью там я танцевал один, там с братьями, мальчики маленькие были, да. И там большие такие диваны были. Это секретаря, первого секретаря райкома. А мы там прямо прыгали туда-сюда. А мама наша охранник. Это. А утром уже в 8 часов, когда людей, работников уже приходят, мы уже быстро все убираем и все в школу. Сразу из исполкома в школу. Как все деревенские женщины, вот осенью, да, когда вот забой скота, моя мама все с женщинами, они шли на скотзавод, назывался так, да, и там из населяков привозили коров, и там забивали. И моя мама там с утра до вечера, несколько дней, 3 дня они там работают. Мы в школе вот в сентябрь ходим, ну, осеннюю школу, и мама там работала. Так вкусно она готовила, вот эти кровяные колбасы, такой труд, там же нужно забивать, там все вот это разделывать, эти мясо. И она вот на таких трудных моментах, вот аудитах своих она думала, и все женщины так работали. Моя мама очень любила ходить весной, собирать лук. С маленьких лет купили велосипед, и она до старости лет она ездила на работу, по своим делам, все время на дамском велосипеде. Все эти кёльские дети, когда она ставит возле пекарни велосипед, все удивленно смотрят, спрашивают: бабушка, а почему вы ездите на велосипеде? Мама говорит: дети, я тоже, как вы, когда был маленький, мне вот купили велосипед и дали велосипед, и с тех пор я вот катаюсь на велосипеде. Одна моя мама, по-моему, только в этой Кёле, она вот, мы от центра далеко жили, она ездила на велосипеде. У нее вот такое, ну, название «Боевая Мария», «Боевой Майя», вот так сказали. От ветеранов хора, на гастролях, она все, у нее несколько якутских национальных костюмов было, да. Она все время ходила в брюках и в личном костюме. Она никогда не одевала платье. Но когда вот на хоре выходят петь, там весь хор, да, все, ну, женщина одевает якутские платья, холодай, жакет, да, и вот шили, и она вот прямо вот так одевала, и как-то у нее походка такая мужская походка, и как-то ей неудобно было одевать эти платья холодай. Ну, на сцене же надо, как все, и они вот ездили много гастролей, ездили как ветераны Алексеевского района, Волгоград, Севастополь, Одесса. В этих местах войны вот ездили. Она ездила даже, когда вот ей купил в Китае путевку Далянь. И она вот туда поехала, и все ветераны туда поехали, и она ходит за гидом. Там китайский гид быстро ходит. Все старики остаются, даже мужчина, она быстро-быстро за ней прямо этим гидом вместе вот так ходили. Она когда вот сидела дома, она говорит: у меня вот последние годы, она говорит, у меня голова болит. Когда она ездит на машине в город, у нее голова не болит. Она вот в поездках, она все время очень такой позитивной, такой активной. Она ездила в северные районы, у нее очень много внуков. Я всегда, когда ездил в других зарубежных странах, был, ей открытку отправлял из Канады, там, из Нью-Йорка. Я всегда открытку отправлял. И через месяц эта открытка в Итыкёль на улице Гагарина 3 маме почтальонка прямо, говорит, с Америки открытка, из Канады открытка, с Японии открытка. Я все равно пишу на английском, на русском и отправляю. Она эти открытки вот все собирала. Ваш папа, как он принимал участие вот в воспитании детей? Папа – это тоже другая история. Моя мама, когда молодая была, у нее болели коленки, когда я жила в Итыкёле. И она отправилась в Бегин-Хангаласский район, курорт Абалах.
Мегино-Кангаласский район. И Абалахе, она там санаторий имени Сосина. И там был молодой человек, Афанасьев Дмитрий Петрович, Афанасьев Дима. И с ним познакомились, и мама, ну, у них, наверное, роман там появился. Это время у нее мама, она уже была в тяжелом состоянии, она болела, и она не услышала, что она не успела сказать, что она вот в Мегино-Кангаласском районе Абалахе встретила молодого человека, Афанасия Диму, и вот бабушка Анна ушла иной мир, и она не сказала, что она выходит замуж за того парня. И вот она маму похоронила, приехал отец, забрал, и они поехали жить в Мегино-Кангаласском улусе. Мои двое сестер Роза и Валя родились в Битейдяхе, в Мегино-Кангаласском улусе. А папа был Мегино-Кангаласский парень. Первый парень села. На деревне, да? Он битейдяхский, и бабушка, дедушка мои там битейдяхские. Он очень такой красивый, такой большие глаза, такой фигура такая вот длинные ноги, длинная спина. Вот говорят меня, вот фигура папина. Прямые ноги там. Он до утра в хромовых сапогах танцевал в клубе кадриль, танцы кадриль. И он очень такой спортивный был, подтягивался в гимнастических снарядах, там, такой тоже охотник был. Из-за охоты, вот, весенних охот, да, он не поехал учиться в город. Он остался без образования. Есть вот Егор Шишигин был директор музея Ярославского. Они были друзья. И Егор Шишигин говорит: давай, друг Дмитрий, поехали в университет поступать на историческом или на каком-то факультете. Он говорит: нет, я лучше пойду на утки, на озерах, да. А Егор Шишигин уехал вот поступать в университет, исторический факультет. А мой отец остался там, в Аласе, дальше добивать свои утки. И, конечно, они жили очень хорошо, но, конечно, какие-то вздоры были, и у них был развод. Моя мама поехала, отец остался, он никогда не женился, остался, мама поехала в Татинский улус, и мама нас воспитывала сама одна. Нас пятеро было, и она воспитывала нас всех. Отец тоже по болезни так рано ушел из жизни. По папиной линии родственников я очень держу. Ваше самое первое такое яркое воспоминание именно о маме. Она была очень строгая или наказывала она вас? Она меня никогда не ругала, но я не был таким уличным хулиганом. Мама меня все время оберегала, как будто, может, я был такой, я не знаю, танцевальный или какой-то пластичный. Поэтому мама все время с собой меня таскала. И она никогда меня вот так не ругала, но говорила: это плохо, это хорошо. Моих старших сестер, даже младших, она очень хорошо, такой прямо грубости, такое отношение я не помню. Когда я даже стал уже взрослым, большим, она меня все время воспитывала. Она говорила: ты из простой семьи, ты должен быть всем коллегам, народу, зрителю, всегда быть простым. Ты сын Марии. Ты должен быть, как я простой боевой Майя, вот ты должен быть так. Она никогда не говорила, что ты никогда не говори себе: ты народный артист, я вот звезда, вот такой высокоименящий. Когда я туда приезжал, Татту, и вот ветераны хора, ветераны художественного, они всегда меня приглашали, когда я после учебы с Ленинграда, учебы после Москвы, они все приглашали. Вот сын Майи приехал, да, из учебы, студент, и они специально приглашали. Мама гордилась. Иду в клуб и с ними рассказываю о Ленинграде, о Москве, о гастролях, о американских, канадских гастролях, о японских. И они всегда, вот эти бабушки, дедушки, очень гордо смотрели мою маму, и мою маму очень восхитили. Вот сын Майи, да, вот такой мальчик, молодой человек, вот ездит
как хорошо вот Майя вот воспитала своего сына, и он вот учился там-то, там-то. Она очень гордилась, что я вот туда езжу, в фестивалях, гастроли, по России, заграничные. Она очень гордилась мной. И когда я ездил туда на гастроли, делал свои творческие юбилейные концерты, я всегда вводил маму на сцену, я маму поздравлял, я маму давал цветы, весь зал стоя аплодировал моей маме. Maria Alexeyevna Gülen Tığıl Usulan Samadiye Filnes Kökdök Kırtırlara. Не моей вот творчестве, да, именно вот моей, да, моей маме. Я всегда маме ездил в Тату на юбилей делать, в театре делал. Больших вот мероприятий делал, артистов много туда возил, да. Бабушка, она приглашала всех, которые, да, все хотели попасть на ее юбилей, потому что думают, что сын, вот артист, привезет артистов, и будет большой, хороший концерт. И сперва концерт был, после концерта банкет. И банкеты тоже. Я из Камчатки даже артиста приглашал. Я вот всех звезд якутской эстрады, наверное, туда привозил. Лена, она очень много раз была свидетелем юбилеев моей мамы. Замечательная мама Мария Алексеевна Афанасия, моего первого партнера. Мы танцевали с ним в Ленинграде, учились, а потом гастролировали по всей республике. И когда мы приехали в Татту, я увидела замечательную маму Афанасия, Мария Алексеевна. С нами танцевала его сестра Валентина, очень тоже замечательная танцовщица. Было очень все прекрасно, роскошно. Мама встречалась с пирожками, с оладьями. Очень было все вкусно. И я вспоминаю, она была добрейшая женщина, очень замечательная. Я поражалась ее доброте, ее любви к сыну. Она так лелеяла его, так лелеяла. Она не только, вот я слышу, что она пела, играла на хомусе, она была очень творческая. И вот я удивляюсь, что она была и владела народными промыслами. То есть она могла из дерева сделать сувениры национальные. Когда я увидела, они были такие замечательные, такие были ювелирные, да? Якутские сенокосные Да, вот эти сенокосные грабли, сенокосные коса. Этык, ага. который делает керчах. Кёрчах. И когда я увидела эти сувениры, я подумала, боже, как это надо стараться, как это замечательно все делать, мастерить, все руками, да? И она, знаете, что интересно? Она была щедрая, то есть она на каждый юбилей, на каждый праздник или человеку, любому человеку могла подарить все это. Да. Она щедрая была, она дарила все это всем. Я восхищена. Мария Алексеевна. Вот последние юбилеи были в городе Домарче. Мы же там... Да, Домарче. Мы танцевали, мы радовали гостей. Юбилей был в 7-м небе еще, помню. Да, вот. мы тоже там танцевали. Столько было гостей, столько было ее подруг. Да. Такое было радостное настроение, радостная, непринужденная атмосфера. Это было очень здорово. Она была творческим человеком. А давала ли она какие-то вот, ну, скажем, наставления, как вот дальше развивать наше искусство танцевальное? Ведь Афанасий у нас был пионером во многих вещах. Современный танец вообще, безусловно, связан с именем Афанасия. Я чувствовала, что каждый концерт обязательно были родственники. И среди зрителей мама Мария Алексеевна, она всегда была. Да, и она восхищалась, скорее всего.
И даже вот когда заканчивался концерт, она обязательно поднималась на сцену, она пожимала руки, она вот артистам, она вот так вот одобряла. То есть, значит, ей все это нравилось. И мы, конечно, мы просто были благодарны ей за то, что она смотрит нас, за то, что Афанасий родился и стал таким артистом, народным артистом, который народ обожает его. Его концерты всегда аншлаговые. Я вот заметила, если концерт Афанасия Афанасьева, полный аншлаг. Другой Лены Сергеевой, когда я танцевал латино-бразильский танец ламбада в Москве. Oi, morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer dessa coisa grosseira, desse jeito não sei o que será. Когда я сюда приехал, мама очень была удивлена. И вся Якутия была... И говорит, мама говорит, все равно танцуй. Хоть якуты, да, все равно танцуй эту, как ламбаду, да, танцуй. Хоть не должен же все время якутские танцы танцевать, национальные танцы танцевать, да, а надо идти впереди. Пусть что говорят, хоть мне тоже, я что-то тоже не понимаю, говорит, в этих танцах, да, но все равно красиво смотрится. Современная молодежь, те 90-х годах, мы этот латиноамериканский ламбаду танцевали очень хорошо. Вся Якутия же танцевала, по-моему. Малых, да. Модно очень. Да, модно было. Я вспоминаю, когда мы приезжали в холодный клуб в Улус, да, и у нас должен был обязательно быть разогрев, да. И вот мы с Афанасием почему-то, да, включали зажигательную музыку, да, и разогревались под эту зажигательную музыку. Что было, конечно, интересно, не все так делали, но почему-то мы с Афанасием, как бы мы не зная движения латиноамериканских, мы почему-то танцевали эстрадные танцы, то есть разогревались, и у нас поднималось настроение, и мне кажется, что мы лучше танцевали, да, перед зрителями, так вот, скажу. И зрители тоже. Да, и зрители были уже как бы заряжены, и вот когда они к нам иногда подходили после концерта, и они говорили: как это вы так танцуете? Какие у вас энергичные движения, особенно вот северные танцы у нас когда были, да, якутяночка, северные танцы. Ой, откуда у вас такой темперамент? Как вы танцевали? Как это вы не устаете? Ну, в общем, поражались от нашей энергии. А мы тем временем как-то думали, это ведь все нормально. И вот я хочу еще сказать, что вот Мария Алексеевна, мне кажется, это одобряла. Тем более, что Афанасий вообще, мне кажется, должен был быть где-то тоже в эстраде. Эстрадный коллектив даже мог организовать, мы почему-то думали. Да, и если по секрету сказать, я сейчас танцую энергичные танцы, то есть бальные танцы. И вот мы с Афанасием тоже на творческих концертах, на его, например, когда он приглашает меня, мы танцуем танцы. Скажите, а вот мама, да? Какой она была вообще женщиной, ну вот хозяйкой дома? Какие блюда у вас были на столе? Были ли какие-то традиции семейные? Мясные супы. Моя мама очень любила готовить, саламат. Вот это вот мы ели. Ну, так, пирожки, оладьи очень готовила. И кумыс, быппах она вот делала. Национальные вот такие вот продукты она любила готовить. И мартышки, вот, которые вот делают, да, кюрчах, и потом взбивают, потом заморозят, и потом приносят из мороза. И вот это было очень вкусно. Она очень готовила мясные блюда. Вот артистов, голодных артистов всегда на гастролях кормила вот моя мама. Она даже сюда, в Якутск, приезжала, и мы жили в общежитии Богатырева 11, возле ДК Кулаковского. У нас там такая большая комната, и там много мужчин-артистов жили. Мы утром идем на репетицию,
на репетицию. И вечером голодные приходим. И она готовила целые кастрюли мяса. Она привезла с собой мясо. Когда мы вечером приходим, такой вкусный запах сразу. Голодных артистов. Мы молодые были такие. Целый день не кушаешь после репетиции вечером. И там эти супы мясные. Вот очень хорошие. Оладьи и саламат. Они всегда это вспоминают. Очень хорошо якутские блюда готовила. И моим этим сестрам, братьям это очень понравилось. Чем вы похожи на свою маму? Она учила ответственности, не опаздывать, говорить правду. Она меня учила считать деньги. Я математика не очень. Я даже свою зарплату или куда-нибудь что-нибудь мне дадут, халтуру какую-нибудь, я маме даю и говорю, посчитай. Я всегда так делал. Я когда туда приезжал, да, маме, и у меня денег, тогда не было карты, да. Мама моя очень хорошо она посчитала. И она говорила, деньги любят счет и аккуратность. Она учила меня считать деньги хорошо и не тратить всяких разных тряпок. И, конечно, артисты, я, например, люблю там ездить, одеваться, там купить. И она это посмотрела, я что-нибудь куплю, спрашиваю у нее, это хорошо, да. Но она говорила, мой сын хорошо одевается, хорошо выглядит, и это ей нравится. И когда я куда-нибудь за границу, за рубежом, куда-нибудь поеду, я обязательно маме что-нибудь, куртку, или кофточку, или брюки. Она все время брюки заказывала, брюки. И эту брюки мы укорачивали там в ателье, да, и туфли, кофты белые, чтобы она какие-то хоре она поет, у нее должна быть белая кофточка. Я всегда длинные рукава привозил, короткое рукава. И она любила, когда я привозил ей, да, из гостиницы. И она очень хорошо одевалась, по мужской брюках, мужские шапки, такую куртку. Я всегда доставлял, чтобы хорошо одеваться. Куртки меховые, я покупал. Если сюда ходили, по рынкам и по магазинам покупали очень хорошие вещи. У нас очень много гастролей были, да? И я великими якутскими артистами гастролировал. Северные районы. Когда я выходил на сцену, я готовился за кулисой, да? И передо мной пела народная артистка песню такую. Я стою, разогреваюсь в холодных клубах там северных. И соқтур болдым, амара, сыластан сылас, қарақтарығын, білірмеген сұлур қап-қара, болатын мен неге сытын. Кырасыл жаммыны көрерім, қарауын суыққын, кырасыл жаммын сыттырым, қара бұлақын. Соқтур болдым, амара, сыластан сылас, қарақтарығын, білірмеген сұлур қап-қара. Болатын мен неге сытын, болатын мен неге сытын. Эта песня все время пела, да, артистка. А я сейчас после нее выхожу, меня объявляют. У меня тогда не было ни регалий, ничего, просто молодой артист театра, танца. И когда выходил, вспоминал маму. Она пела на сцене, артистка, да, певица. А я стоял, разогревался, да, и соқтур болдым, и подпевал с ней. И начал разогреться, холодно же. И после этого у меня современный танец был такой грамотманом. Люди там, сразу зрители сидят, нога так, да. Эта песня у меня так села. Я учил эту песню учил. И потом начал в своей компании петь, артистической компании, праздниках. И люди говорят, Лена тоже сказала, да, что оказывается, ты поешь, да? Меня говорят. Дирижер оркестра меня, национальных инструментов, говорит, оказывается, ты поешь. Да, я пою. А почему поешь? Говорит, потому что у меня мама пела, у нее голос. От этого меня. А некоторые говорят, нет, ты же танцовщик.
не пой, говорят. А как? Если танцовщик не должен петь, что ли? Вот иногда это такое бывает. Ну, я пою эту песню. Это песня очень хороших людей, это очень хорошие люди. Стихи написал народный поэт Якутии Семен Данилов о матери. Это очень прекрасная песня. Я пою. Мама играла на хомусе? Да, вот она вот оставила мне вот дома хомус, да, вот ее последний хомус, да, она вот специально у нее такой, вот она вот такой, у нее, она очень хорошо вот этой маленькой, хрупкой такой, этой хомусе играла. С собой всегда беру. Это вот что осталось от моей мамы. От Марии Алексеевны Афанасьевой Собакиной. Мамы уже нет 2 года, к сожалению, да. Вот есть у вас такое ощущение, да, что бы вы ей могли сказать? Может быть, есть какие-то невысказанные слова вот маме? Конечно, я очень многое не досказал маме. Мама у меня вот здесь последние дни свои годы здесь в моем доме, здесь она была, она на ноябре ушла, и не было реки, вот дороги не было. И я поехал с директором с театром танца Александром Ивановичем Алексеевым, пошли министром здравоохранения, попросили вертолет. И мы там очереди вставали, и мы все равно ее живую туда увезли, в Тату. Она увидела свою землю, и она тоже в больнице там. Я, конечно, не сказал, что как я буду дальше жить. Много недосказанного. Она здесь у меня лежала, у меня дома, и говорила, когда я уйду из земли, да, из этой земли, да, ты, говорит, ты не останавливайся, ты лети, свободно лети, куда хочешь, туда и езжай. Я тебя вот не держала, когда молодой был, ты учился там-то, вот все вот объездил весь мир, и когда я даже уйду вот тот иной мир, говорит, ты улетай, как танцуешь на сцене, как ты показываешь вот народу твою вот пластику, там, танцевальное искусство, да, вот так и далеко, еще выше ты лети, говорила она, вот, да, ты не обращай на меня, вот я заболела, уже старая, 88 лет она ушла. И она говорит, не стесняйся никогда, ты свою волю, характер, настроение, психологию, все показывай, говорит. Ты нормальный сын, ты ни с кем не ругаешься, ни с кем-то, ты не высокомерный, ты не звезда, ты вот нормальный человек. Как я тебя воспитывала, так же людьми общайся, так же себя покажи, всякими разными, не умудряйся, что я вот такой я народный, там, туда-сюда. А самое главное, говорит, будь человеком, как я тебя воспитывала. И сейчас, думаю, тоже она меня ждет, что сын придет и со мной увидится и уедет куда-то вот дальше. У меня вот, я все время так думаю. City